Ну что, стоим на канатке. Вот еще минут 20 до открытия поезда. Тут очередь такая. До открытия канатки, вернее. Вот там с 11 до 16 подъем, а спуск с 11 до 17. Вроде погода нормальная. Сейчас посмотрим. Вот проходим сюда, вот тут очередь, уже там небольшая. Там уже билетик покупаем и проходим дальше на пост. Проходим, взяли билетик 600 рублей с человека. Вот людей досматривают все. Проход здесь внутри станции. Ступеньки. На посадку. Так, опять здесь очередь. Так, все. Стоим. Давай туда ближе. Вот здесь. А с какой стороны подчелит? Наверное, стоит, да, поедет? Подъезжает. При посадке в вагон смотрим под ноги, детишек держим за руки, аккуратно проходим. Угу. Что, мы сели? Сейчас дверь закроется, и можно стоять около двери. Подъемчик. Ну, потом посмотрим. Не обязательно кошки дороги не перебегают, а затормозят. Первый уровень. Все, поехали. Пока нет. Чуть повыше. Здесь еще как в этом году говорили, что не говорите? Обычно это экскурсия. Ну что, моя группа слушает, остальные тоже, да? Я за деньги, остальные бесплатно. Так, ребят, мы с вами медленно начали подниматься по нижней линии канатной дороги. Эта часть у нас будет с двумя опорами. Вот там впереди уже одна из них показалась. Потом поднимаемся над нашим тепличным лесом. Да, подъем у нас сегодня. Здесь нет звукового сопровождения, поэтому не слышно. Сейчас под вашими ногами окажется Севастопольское шоссе. Чем выше мы стараемся подниматься, тем выше становятся деревья. Туда, смотрите, добавляются сосны. Сейчас на опоре нас качнет. Близко проезжаем, кто высокого роста, наклоняйтесь. Головой не ударьте. Как на качельках немножко, да? И мы выехали на более свободное вами пространство. Смотрите, с правой стороны мы Сайдадор. Сверху потом еще покажем вам, когда поднимемся на площадку. Мы Сайдадор, там Желанное гнездо. Моя группа
парк Харрес, вот там расположен, где красная крыша антенны, там мы с вами будем гулять. Внизу мы видим виноградник Красноярского имени. Вот так растут у нас винограды, с которого делают вино. Это каменистая почва, вода вся стекает, солнце хорошо прогревается, надо виноград. Теперь с левой стороны еще одна качелька, да, последняя опора называется «Прощай, детки». Больше я помню. Сейчас выйдем, подругу, с левой стороны скалистый выступ, это был Алупка и Саль, то есть средневековое укрепление стояло на этой высоте. Чем интересна эта скалистая высота? Притормаживают погасить скачивание. На ней можно найти сейчас остатки этих укреплений, ну просто несколько там больших крупных обработанных камней. Это, наверное, без билетика будет. Все, сейчас будет проверка билетов. Кто без билетов, высадят здесь. И Алупка Иссар, она движется к морю, гора Станец. Она бежит у нас, тоже купаться, не вы приехали со скоростью пару сантиметров в год. Вон вверху, видите, вагончик, которые разошлись вверх-вниз, пошли вон там. Вот, вагончики встречаются ровно посредине пути. Да. Мы приближаемся с вами к пересадочной станции, которая называется Сосновый Луг. Ремонтировать название не надо, красивые высокие сосны, камни валяются. Типичный наш крымский лес. Мы по такому с вами потом еще будем спускаться на машинке, чтобы разнообразие было. Вверх до канатки, вниз на машинке. Вот как раз выйдет в наших лесах. Роуз снимал свои сказки, да? Где-то здесь бегали пионеры и обижали пенсионера. Бородочку в соске прилепили к какой сказке? Про Буратино. Шишки кидали, да? Вот, и другие сказки, где стоят на сокола, и прекрасно. У нас много сказок снимала. Роу вообще любил Крым, Ялтинская киностудия работала. И индустрия в Крыму, в Ялте появилась в 1917 году. Киностудия «Конжонка». Одна из первых в России. И, кстати, Конжонка был похоронен на кладбище Ну, мы медленно подползаем, чтобы с разгона вас проходить и где становиться. Мы пересаживаемся с вами во второй вагончик. Он будет двигаться еще быстрее, еще круче вверх. Те, кто ехали со мной, помнят, что я им говорила в машине. А еще будет остановка, папа? Вы такая более на этом. Да. Вот так. А там ее видно, вот на он на тумбочку. Да, ну сюда. Больше папы сейчас будет видно. Даже назад будет смотреть. Опять медленно мы выезжаем. Это для того, что кто передумал, можно еще выскочить. Нет желающих? И движемся, сейчас разгонимся. Сейчас поедем побыстрее. Посмотрите, как уехали, уже знают высоту зубцов Айпетри. А ну-ка скажите. Глянь, кто не ехали, знают. Молодцы. 1234 метра. Это вот там, где мостик там натянут, именно зубцы. Но 93 метра нам еще дойти. Туда надо будет пешочком, если есть желание. В этом году, это уже для всех, кто не со мной ехал, говорю, заповедник ввел плату. Экологический сбор. На зубцы. Ну, везде, получается, ты платишь на зубцах, потом у тебя скидка течение, потом у тебя скидка на водоном. То есть оно везде. Значит, все это плато Айпетри, весь большой массив. И верхняя его часть, это окаменевший коралловый риф. Ниже оно
среди высоченных сосен. А теперь они у нас под ногами, как зеленый козел. С левой стороны. А сейчас справа летит вагончик, да, еще встречный. Смотри туда, назад. Я назад не буду. С левой стороны залысина, где нету деревьев. Вон там, видите, Это вагончик последствия стоит. Мы туда очень едем, что ли? серьезного пожара. Кошмар, у меня уже уши все. По вине списка возникшего. Не закрывайте их там. Больше вообще не закладывайте. Господи, профессор согласилась с вами. Несколько нулевые годы, вид того стоит. Это костер, чтобы его нашли. Ветреный день. Выгорело вот отсюда до Семииза. Много леса, погибло 2 человека. Почему на машине? Посадили, да? Там лет 10. Я в машине. Не вернусь, лес тоже восстанавливается очень плохо. Сейчас с левой стороны, вот видите, такая ложбинка дугообразная, и в ней покажется гора Кошка, вот сейчас выползает потихонечку с моей точки зрения, я смотрю, антенну пока видно, и вот серая такая, да, изогнутая, выгнутая спина кошки, бархатный можжевеловый ошейничек, ухо вверх торчит, носом она к земле прижалась, а дорога, по которой мы с вами ехали, ну как хвост кошачий, да, вьется. Перед носом у нее лебединое крыло, скала Дива в море, зелененькая панель и платформа ученых по изучению Черного моря. А теперь повернулись, смотрим на скалы. Смотрите, какие красивые скалолазочки в зеленых костюмах взбираются вверх. Все видят? Кто? Где? Скалолазочки. Где? А, в Сосны. зеленых костюмах, сосны. Наши сосны крымские, которые растут на голой скале. Вот такая вот у них особенность. Ну, потом Лунная гора Могаби. Могаби переводится как кудрявая, кучерявая. Через ее лес мы будем спускаться потом вниз. И здесь за Могаби просматривается Ялта, кусочком видна. Потом в серебряной беседке шикарный вид будет, еще полюбуемся. Никитская ела и Аюдах, Медведь-гора. Ну, дальше за Аюдахом сегодня дымка не позволяет видеть. И море сегодня тоже дымочка, горизонта нет. На фотографиях это не очень. Смотри направо. Рисуйте. Так, те, кто стоят впереди, осторожно. Сейчас приближаемся к скале, тормозите там. Отталкивайтесь. Ногами отталкивать. Смотрите, вон мостик какой сделали, по которому можно пройти. Экстремальный. Это в прошлом году его открыли. Удовольствие стоит 2000. По канатному мостику пройти вон там к зубцам. По-моему, 700 рублей. И Тироль 1500. Как страшно. Вот особенно вот в этом месте. Фу. Мостик, тропик. Да, да, внизу. Вот это в том году. Ё-моё. Ой. Просто Пап, не хочешь сказать посмотреть? Милану, А я ты видно, говоришь, я держу. Как альпинисты ставят каждый год 9 мая, его за год расстрелят, потом они снова поднимутся, новый поставят. Кресту Держись, держись. Не стукнула зайка? Так, Выход будет налево на мою сторону. до полной остановки стойте, не спешите, не сносите работника с контактным местом. Моя группа, проходим за мной, я буду продолжать рассказывать дальше. Кто ехал, ныне моя группа, тоже можете это послушать, денег не попрошу. Да, сейчас тут на смотровую площадочку мы с вами выйдем, покажу, где можно сфотографироваться, что можно. Ходим. Сиди, я заберу. Оба. Все. Вот оно. Ай. Петри. Вот они зубцы. Вот. Вот. Вспоминаем уроки географии? Так, ну здесь надо обязательно фоточку сделать. Вот здесь вот. Обязательно фоточку надо вот здесь вот. Смотрите. Видосик какой у нас. Вот. Канатная дорога. По сути дела. И вот Ялта. Так, ну что у нас здесь вот такой вид. А, фоткой.
Вот там он получается, да, Ялта. А это у нас вот это поселки Кореис, откуда мы приехали, Мисхор и Гаспро. Вон там Ласточкино гнездо. Вот такой вот вид. Что там вот вагончик подъезжает уже, да? Подкатывает, или как сказать. Он сейчас будет увеличиваться в размерах. Вы увидите. Но он тут притормаживает непосредственно перед вот этой непосредственно последней станции РО. Идет он, идет. Еще тут на перерыв сниму. Он уже тормозил. Видно, да? Так. Да, он с той стороны лучше снимать. О, затормозил и уже медленно так ползет здесь. О. Штуковина вот такая вот хитрая. Так, все, он приехал. Здесь чебуреки по 200 на верхушке. Вот такое вот кафешка. Тут вот пирожки на высоте. Вот. Цены вот такие вот. По 150 хачапури, самса 150, картошка, пирожки вон по 80. Короче, с яблоком по 80 все. Чаек, кофе по 60-50. Маша взяла чебурек за 200. Что, ну тут вот смотровая есть. Труба вот такая, ну она, наверное, платная. Сейчас глянем, сколько это удовольствие стоит. Так, 50 рублей 1 минута, 100 рублей 3 минуты, 200 рублей 7 минут. Вот, короче. Тут вот такой видончик. Так, заливаем. Мне пришлось, хорошо, что я курточку одел. Тут ветрено. И такой ветерок. Так что даже вот если вроде солнечная погода, здесь на 7 градусов холоднее. Понимаете, да? В чем дело? Не вязать памятные ленточки. Раньше уже тут вязали. Вообще такой срач был ужасный. Там что только не вязали. Какие-то, мало того, что ленточки, они пакеты вязали. Какие-то маски вязали. Вот всякую ерундистику. Все жесть, конечно, была. Так, ну вот тут такой заборчик сделали, да, относительно недавно. И поэтому... О, так, а я что-то куда-то забрел. Как мне тут выйти отсюда? Я заблудился. Так, куда мне? Куда идти? Так, вот, все, вышел. Вот тут такие местные айпетринские коты ходят. Кс-кс-кс. Мяу. Ну что скажешь, кот? Ты глухой, что ли? Не слышишь меня? Ладно. Раньше тут много очень этих было кафешек. Сейчас все посносили. Поэтому коту есть не стало, видать. Бедолага. Это селфи-зона. Такие деревья. И люди фоткаются. Не знаю. Вот тут ходят товарищи. Агитируют всякие разные экскурсии. Смотрите, какой здесь рельеф местности. Так что без кроссовок, в тапочках лучше сюда не соваться. Ну, такой специальной удобной обуви. Так, еще туда вон пройдем мы. Я тут вообще видел какие-то экскурсии. У меня группа была. Они были снаряжены вообще капитально. Как в горы ходить. Так вот. У них специальная одежда. Специальная
Обувь такая, ботинки. В шлепках никто из них не шел. И даже вот в этих сандалях. То есть люди знают, куда идут, что они идут в лес. И что все может быть. Смотрите. Тут все отполировано, кстати. Отполировано. Это если у вас обувь, то меня она даже скользит. Ё-моё, поэтому надо какие-то рифленые хорошие брать. Вон они, зубцы, зубцы. Туда наша цель. Такие вот асфальтированные здесь дорожки. Вот. Здесь еще какой-то небольшой спуск. Проход запрещен. Там какая-то решетка. Здесь что-то было, видать, построено. И это убрали. Скользко ходить, скользко. Ялтинский горно-лесной проход. Проходы и проезды запрещены. Заповедник. Вот тут такие виды. О, а вон видно вот эту вот дорогу. Небесная тропа, или как она называется. Проход закрыт. То надо туда выше куда-то подняться и по ней уже идти. Сейчас мы узнаем. Да, вон там горная эта тропа, новый аттракцион вдоль горы. Сейчас туда попробуем ходить. Все зазывают покушать. Вот раньше вот шалманы вот здесь вот были. Вот эти вот кафешки. Вот. А то, что от них остались торговые точки, сейчас тут нифига нету, кроме автостоянок. Нет, мы идем туда. На тропу эту. Там еще по 150 рублей сделали вход. Ё-моё. Капец, короче. Везде сборы. Это типа у них как этот сбор. Экологический сбор придумали какой-то. Первый раз увидел такое, смотрите. Какать нельзя в лесу. Короче, пришлось вот 150 рублей вот заплатить. Экосбор. Ну хоть вот на детей до 14 лет не берут денежку. Говорят, надо сохранять до конца. Вот это вот чек 150 рублей, короче. И смотрите, какая тут дорога трэшевая. Так что одевайте сюда хорошую обувь. Несмотря на жару, не думайте, что здесь легко идти. Ой, смотрите, сколько здесь одуванчиков-то. Ё-моё. Вот. Чего площадь? Поднимаемся дальше. А, вон. Смотрите, такое какое-то дерево. Женщина там лазит. Так, а как мне здесь пройти-то? Вообще капец. Я не знаю. Надо обратно спускаться. Потому что такие камни дурацкие вообще. Жесть, конечно. По ним ходить не представляю. Мусор собирают. Представляете, да? Мусор ходит за туристами, которые гадят. Убирают всякие разные бумажки, окурки. Ну, что-то я не видел особо, чтобы здесь курили люди. Ну, здесь вот это указатель, значит, туда надо идти. Ух, сколько насобирали мусора-то. Да. Нормально так мусорят. Видали, да? Сколько мешков. Это что, у них субботник сегодня? Потому что сегодня суббота. Отправили кого-то собирать мусор. Ну, а 150 рублей за что платить-то? Экосбор, за что? Смотрите, какие бугры, какие камни. Ух, куда мы поднялись, а. Еще мешок с мусором утащили. Вот смотрите, бугры какие. Жесть, да? О, поэтому, кто не любит лазить по буграм, по таким полированным камням, не надо сюда идти, не надо. Тут какое-то интересное дело. А, вот в него долбануло. Кстати, здесь над нами где-то канатка. А вот сейчас
Смотрите, кто-то пролетит. Звук слышите? О! Хи-хи, быстро так. А он туда, он куда-то. Вот, еще поднимаемся выше. Вот он. Смотрите, сколько мешков с мусором набрали. Да. Ты что, вот уже сколько групп так? А вон еще сзади толпень, спереди вернее, идет. Но этих мешочки поменьше уже будет. Вот это туристы серут. Представляете, да? Приехать и насрать. Фу. Нельзя здесь, вот знак там был. В лесу не какать. Что-то вообще жесть идти. Люди. О, я надеюсь, что будет проще подниматься. Вот какими аппаратами классными ходят. О, капец, короче. Лучше бы я сюда не ходил. О, хорошо, ноги длинные, можно переступать некоторые камни вот так вот. Фу, вроде бы все. Вроде бы все. Фу. Вот он, по-моему, мы прошли эту гору камней. Еще, оказывается, еще не все. Это было внутри леса. Вот здесь вот. Это каменная пустыня. А теперь еще тут канать надо. Причем камни, еще раз повторю, все отполированы. Смотрите, до блеска. До блеска. Фу, капец. Слышите, какое у меня дыхание. О, так что, кто страдает избыточным весом там и другими болячками, лучше сюда не суваться. На эти зубцы поднялись, он там по канатке походили, посфоткались и обратно. И обратно сюда. Уже непосредственно зубцы. Это для героев. Для героев. Оба-на. Вот такой вот спуск. Короче. Фу. Вот убирают. В щелках. О, тут что такое? Стоп. Хода нет. А вот это же. Вот она здесь. Это тропа. Ну вот надо цепляться и вон туда канать. О, небесная тропа называется. Вот такой шатающийся. Смотрите, как он шатается. Жуть. Ох, вот, короче. По этим можно ходить. Вон коптер опять кто-то запустил. Флаг победы. Вот красный. Здесь он вид. Ой, на Газпром, Исхор. Так. Да, надо тут пофоткать. Немножко. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ох, как тяжело идти-то. Нельзя все-таки я курточку одел. Тут ветрено наверху. Ветерок поддувает. Скользко идти. Еще вдобавок можно долбануться вот об эти камни. Сейчас что-нибудь себе на ногу, сухожилие порвать, еще что-нибудь. А вот там вот не бросать камни, внизу люди ходят. Короче, герои. О, тут видон-то какой тоже прикольный. Чуть выше забираешься, и видоны все прикольнее. Там люди фотки делают. Там девка аж вылезла, по-моему, что ли. Сейчас грохнется вниз головой. А вот эта вот тропа, она туда вниз идет. Получается, оттуда она приходит, что ли. Там где-то надо садиться. А вот канатка. Видите, да? Спуск. Оба. Вот так шоу. Девушки предпочитают на этом кататься туда вниз, и не надо это спускаться. Смотрите, а тут какая-то тарахтелка стоит. Генератор, что ли, электричество вырабатывает. Вон она, Ялта, вон там. Здесь вот по этой 700 рублей пройти с человечка. Вот с такими вот
О, господи, видите, женщина чуть не грохнулась. Так что даже у нее обувь вроде как специальная какая-то. О, идут. Вот так вот здесь проходят. Ну, в общем-то, ничего такого страшного нету. Как бы. Так, ничего, тут уже одевают. Такое вот 700 рублей, короче. Шоу. Так, ну что, одевают. Тут жуткая страховка. Так, надо одеть. Маша сейчас пойдет героически. Первый раз, конечно, она. Маша у нас на группе. Сейчас вот цепляют и вот так вот идут. Маша цепляется. Сейчас пойдет. Вот она пошла. А вот посчитайте, сколько тут людей. Это каждый человек 700 рублей. Нормально, да? Подожди, я попозже. Вон она идет потихоньку. Под ноги смотрит, я смотрю. Страх Божий, короче. Вот там пропасть. И вот здесь вот они проходят. Там уже выходят. Как высота ощущается с этой точки лучше. Коптер летает. Много людей тут. Так, ну что? Ой. Подходим к краю этого зубца. Скалы. Такое страхолюдие здесь. Что-то коптер этот постоянно летает. Он фотоет, что ли, или что делает? Это уже приходит. Короче, не знаю, можно ногу, наверное. Тут люди ноги, наверное, себе ломают. Часто вывихи всякие, растяжения. Хоть бы их как-то... Так, и верхушка вот здесь вот получается. Здесь вот, да? Ой, жуть. Да, растяжение связок тут можно элементарно получить. Вот они выходят. Проход строго запрещен. А раньше вот сюда, я помню, люди лазили. Так, тут сразу фото предлагают. Ой, боже мой. Как тут вообще жесть, конечно. Растяжение связок, а потом надо МЧС вызывать, чтобы вас эвакуировали отсюда. Знаете, деньги потратил. Просто прогулялась. Говорит, 700 рублей. Да, хорошее тут место сбора, да, так вот. Золотая жила, наверное, доходность выше, чем у золотодобытчиков. Вот он, самый угол получается. Вот здесь вот. О, капец, проход строго запрещен. А раньше, я помню, вот сюда люди залазили. Ну, здесь вот самая верхотура 1234 метра. Вроде как. О, куда мы залезли. Капец, помню. Теперь спускаться тоже целая проблема. О, сюда бы залезть бы и тут бы сфотаться. Но, к сожалению, тут вот люди стоят, смотрят. Тут, конечно, я был в 17 что ли, году. Или 15, или 16, или 2016-17 был. Но и тут вот эти вот перила были совершенно другие. Они были какие-то простенькие. А сейчас поставили вот такие. Но ходить, честно говоря, вот опять можно шваркнуться. Я не знаю, как тут, если дождливая погода, сыро, как тут вообще можно пройти. О, вот на этот бы камушек сесть и тут сфоткаться. Было бы очень хорошо. Смотрите, какая толпа. Почему-то две, да, вот их, а всего лишь одна работает. Два каната. Капец, короче, залез на свою голову. Теперь надо как-то... А, вот, смотрите, здесь смотровая какая-то точка. А тут даже 3 таких, да? 3.
3 штуки. Вон. То есть с 3. А работает всего почему-то одна. Народу мало, ребят. Поэтому... Ну... О! Вот такие вот здесь обвалы, фералы. Вот видите, куда ушли? Вот туда можно еще прогуляться. Давайте туда прогуляемся. Пока вот эти облака нам не мешают. Чуть ниже тут спустился. Вдоль вот этой вот горы с этих зубцов. И здесь тоже вот видон это. Вау! Такие вот открываются. Тут доковылял. Вот до какой-то таблички. Данная тропа используется площадкой Roam Jumping. Только для подъема после прыжка прохода нет. Вот такое, короче. Тропа какая-то здесь. Ну, я не стану, конечно, здесь лазить. Нафиг это надо. Смотрите, какая скала. Крутая, блин. Ё-моё. Жуть. Больше километра высота над уровнем моря. А вот какой-то, смотрите, штырек такой. На него залезть, если... Ух, можно фоточку сделать. Что, немножко подлезем. Я не вижу, что тут что-то обрушалось, в принципе. Хотя может это все тут улететь. Туда вон вниз. Ой, смотрите, вон камни всякие. Тут, наверное, точно люди падали, я так думаю. Оба-на. Вау! Ну, вот так вот громыхнуться тут, не дай Боже, конечно. Не дай Боже. О, Господи. Жуть. Жуть, не дальше я не полезу. Зато смотрите, какой отсюда вид панорамный. Ого. Ну что дальше? Колдыбасим. Вот тут прямо можно к краю подойти. Ух. Ух. Да. Тут вроде бы не до конца падать, но если сюда даже грохнешься, и то фигово будет. Так, ну что, вот, короче, можно вот так вот идти. Все вдоль вот этого обрыва. Так вот идти можно. Подходить, смотреть. Можно вот тут под дерево сесть, если вы заколебались ходить. Здесь вот под дерево сесть можно. Ух, камень, смотрите, нависает. Прямо, представляете, такая глыба долбанется от землетрясения, да? Тут лучше в горы вообще не лазить. А канатка точно не будет работать. Вон там видно тропку до низа. Ой, жуть, короче. Тут выступ есть тоже. Нависающий такой. Как бы. Ого. И лезут же сюда люди, а. Смотрите. Тут уже слетел и туда покатился кубарем. И там ты как отбивная котлета. Бефштекс. О, наверное, кто-то вот сюда залазил, вот сюда вот. И долбался здесь. Бац, 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 бац. Туда куда-то. Вот еще. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как хорошо, тут людей вообще нету. Можно так ходить. И вот здесь можно грохнуться. Тут никаких ограждений нету. Но зато фотки вот классные получаются. Видали, да? Какой тут. А вот там вот джампинг вот этот. Видели, да, на верхушке? Это с резинкой прыгают. Вниз головой летят. И вот поэтому вот тут тропа, они по ней поднимаются. Поняли, да? Ой, кто-то тут бутылку, смотрите, пробку нашел. Шампанское пили. Или что-то. Блин, колючки. Не хочу колючки. Не хочу колючки я. Сейчас смотрите. Вот тут вдалеке от людей вообще замечательно, да? Люди это зло. Чем меньше людей, тем правильно говорят, больше кислороду. Меньше шума. Смотрите, как тут. Какая тут панорама открывается. Вот это я кайфую. Шикс. Наем обратно. Вот сюда вот. Так вот. Не стало здесь под ветками этими лезть. Слишком к краю.
обрыва опасно. Вот такие здесь цветочки растут. Ох, какая здесь красотища. Какой здесь воздух суперовский. Вот это какие-то сосны, да, это вот шишки у них растут. Здесь вот такая есть тоже. Ой, ящерка ползает. И тут ящерок таких много оказывается. Так. О, шуть. Ё-моё. Шуть. Можно, в принципе, еще вон туда пройти, да? Вон там еще можно погулять. Что-то неохота уже. Обратно идем. Вон там, наверное, не видно слово пещеры. Вот написано камнями или чем-то выложено. А вот туда повыше какая-то обсерватория. Или что, такие шары какие-то интересные. Ну что? Фу. Вверх-то вниз. Тоже туго. С этими горами. Так, ну что, вот это вот шоу. Сейчас кого-то там цепляют. И он пока кучка их стоит. Готовых. Очередь копаться. Это мужик. Сейчас его цепанут. И он покатит он туда. Каждый год эта развлекуха дорожает. Непомерно. А людей тут видимо-невидимо сколько. Что-то яйца ему там жмут, что ли. Поправляют. Чтобы яиц не лишиться. Оба-на! Поехала вниз. О, герой! Он даже заорал. Сам себя снимает, что ли? Ну да. Ногами он можно лес зацепить даже. Пень стоит. Сколько это удовольствие стоит-то? Было 1000, сейчас, наверное, сюда дорожка. 1,5 рубля. Спуск. Вон он покатил. Оба! А, ну, девчонка покатила. Ну шо? Вот все тут. Сюда прыгают. Здесь толпа людей стоит. Вон там очередь целая. Где-то на каждого по 5 минут. Что ли? Когда уедет. Поэтому людей здесь хватает. Ну хорошо, хоть вот скамеечки тут есть. Ну короче, вот оно. Верхняя точка, куда берут, чтобы подняться, 150 рублей с человека. Ну, взрослого. До 14 лет почему-то. Хотя вроде 15 лет еще школьник. Деньги не зарабатывает, но уже считается, что типа взрослый. А вот эта канатка, 1,5 спуститься, кости свои спустить. Ну что, вот тут такая вот есть смотровая площадка или что это такое? И тут можно посмотреть. Не знаю, вот этих можно посмотреть, как катаются. Можно вниз посмотреть, можно на Ялту посмотреть. А вот там Ялта, кстати. Короче, лайфхак. Чтобы спускаться, да, вот с крутых каких-то гор, не надо идти прямо вот так вот, не надо. А по диагонали идти вот так вот. Вот таким вот образом. Так значительно проще. Вот так вот дошли, потом в другую сторону идете. И по лужу получается спуск. О, там что-то громыхает в той стороне. Ну, у нас есть и зонтик, и куртка, поэтому ничего страшного. Я надеюсь, сильно, даже если дождь будет, не промокнем. Идем дальше. Так, тут я уже был. А, вот здесь вот заход на эту штуку. Обратно колдыбасить надо по этим камням. Так, теперь надо осторожно идти. Тут как бы вниз спуск. Можно оступиться и загреметь. Ох ты, ё-моё. Ё-моё. Кто-то дерево спилил.
И там какие-то жуки лазят. А, смола это. Какой-то другой тропой пошел. Вся основная масса где-то там идет. Мы вот здесь вот решили этой тропкой пройтись. Тут птички, конечно, заливаются. Вообще шикардосы там и сям. Здесь вот есть лавочки вот такие деревянные. Можно посидеть, если кто запарился. Идти. Ой. Ой. Булыжники здоровенные. Камни. Вот из таких пород вот эти вот скалы и состоят. Так, вот это значит, тут получается мы уже назад идем подъемную вершину. Вот туда пойдем. А вот она, Виа Феррата. Вот это вот. Сюда. Вдоль горы. Гром громыхает, ну, может это ерунда? Все. Большое дерево. Теперь меня. Сейчас пойдем. Тут будочка такая небольшая есть. 2000. А вот с этой, по этой веревке спуститься 1500. О, за нашим человеком, который нас поведет по этой тропе. Пока поднимаемся еще пешочком. Вот и все, дошли. Я зацепился вот так вот. Теперь мы идем. Ух. Пока здесь вот такие вот камушки. Вот так вот. Это перестегиваем. Идем. Угу. Оба-на. И здесь уже спуск. И, во. Видали, да? Отсюда какой шикардос у нас. Ого! И вот такие вот ступеньки здесь. Да, тут весело. Даже, можно сказать, страшно. Так, короче, постоянные вот эти перецепки. Ну вот вид отсюда какой. Видали, да? Ого! Так, главное мне здесь камеру не уронить. Ого! Тут вообще жестуха какая-то. Смотрите, как он близко. Тут надо вот так вот пролазить. Ой, ой, ужас. Смотрите. Капец, короче, полный. Ой-ой-ой. Смотрите, какие тут щели. Ой-ой-ой-ой. Ужас. Так, так вот перехватываем все здесь. Вот эти вот карабины, они постоянно, их надо руками вот так вот туда-сюда, вот так зацепил и идешь. Ого! Ого! Да, если у меня камера туда упадет, то все, кирдаки. О, тут приходится даже нагибаться. Даже нагибаться приходится. Оп. Уже ветер какой-то начал. Здесь такие вот ступеньки. Оба-на. Оба-на. Еще идем. Еще. Ой. Ой, кошмар какой. Смотрите, вид-то какой. Так, надо его сфоткать. Так, вот идем. Ой, кошмар какой. Это ужас просто. Что творится? Да. Тут все страшнее и страшнее с каждым вот этим перехватом. Ого. Маша, смотри хоть назад. Оба-на. О, птички поют. Тут под нами птицы летают.
Дальше еще такие ступенечки. Да, виды отсюда, конечно, суперовские. Видите, как здесь страшно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, так вот надо перецепить здесь все. Дальше проходим. О, вот смотрите какой. Стройные эти перецепы. Это немножко мучит. О, этот поехал, смотрите. Туда вагончик вниз покатил. О, а мы тут все вперед и вперед. Все вперед и вперед. Все вперед и вперед. О, жуть. Или пропасть. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А вон зубцы. Лестница. Проходим. Еще проходим. И деревья растут. Ну, мы же на подъем идем. На подъем. Куда идем? Мы с Питочком. Большой секрет. Не расскажем мы о нем. О, нет, и нет, и нет. Это большая. Смотрите, какая. Ё-моё. Идем. Вот такая вот. Ё-моё, по ступенькам приходится шлепать. Вау, вид космос. Да. Смотрите, какой шикардос-то. Ой, его никуда не высота пропасть. Над нами горы, под нами горы. Короче, идем вот по этой тропе. Главное только перецепляться здесь. Вот это основная муторная часть. А так ничего сложного здесь нету. Ровная дорожка такая. И все. Оба-на. Вот такой вид, да? Под нами пропасть. И здесь мост, по которому надо пройти. А, сейчас мы перецепимся и пойдем. Главное камеру крепко держать. Главное камеру крепко держать. Маша? Маша? Оп. Все. Иди. Так, пошли. Так, наступаем вот на эти штуковины. Палочки. Вау, он качается. Прикольно. Вау. Ну вообще супер. Смотрите. Ну вообще страх. Я не знаю, вообще страшное дело, конечно. О, так он чем по тем ползти, лучше по этой сразу сходить и все. О, уля-улю. Уля-улю. Видали, да? Она даже вот так вот наклоняется со стороны в сторону. Капец, да? Нормально. Оно стоит того развлечения. Этих денег таких, конечно, стоит. Даже дешево еще. Все, пришли. Вот такая вот дорожка, представляете, мы пропастью прошли. Вот это да. Здесь узкий участок довольно. Нам надо еще одна. О, вообще класс. Еще одна лесенка. Супер. О, пока посмотрите, вот видно, вот там Ласточкино гнездо, вон там Ялта где-то. И мы стоим, вот очередной мостик. Это же ужас, короче, какой-то страх. Он большой такой, длинный. Длинный, смотрите какой. Не, оно стоит, конечно, стоит. Это вот цеплять надо постоянно карабины, но это страховка. Вы понимаете, чтоб туда вниз не улететь. А так ничего страшного. Вот так вот идем. Да, ну тут уже, в общем-то, уже дело привычки, понимаете, да? Чем больше шлепаешь по этим
тем менее страшно. А вот здесь он начал, видать, потому что мы вдвоем по нему ползем. Он начал вот так вот он шататься. Ой. Смотрите, о, мы прямо под низом этого. Этой, вон то, что люди ходят. И мы тут короли такие. О, вообще за 2000, а там он за 700 рублей получается. А спуск по этому канату 1500. Кому лень подниматься. Вот, сами делайте вывод, что вот эта небесная тропа, она значительно интереснее. Тем более отсюда вон какие виды суперовские. Видали, да? Ой. Так что, в принципе, это удовольствие. Ну, не знаю, даже дети проходят запросто. Итак, я понимаю, что это уже, в общем-то, все. Там чуть-чуть мы еще вверх. Это вот основной проход такой здесь. Я вообще в первый раз иду. И мне даже как-то и не страшно. А что страшного-то быть, да? Что страшного? Главное наступать на эти вот палочки. Вот так вот. Ровно. Ровно. И будет все окей. Еще немного. Еще чуть-чуть. Супер-пупер. Все. Мы преодолели этот. Смотрите, какая она длинная, эта тропа. Капец, да? Идем дальше. Так вот приходится немножко. Тут гора как бы, да? Вот так вот. Ну, люди опытные все это проложили, поэтому безопасность практически 99% ходьбы по ней. О. И все. Здесь мы вылазим как раз вот под этими человечками, которые здесь ходят. Ох, этот ветерок уже поддувает. Смотрите. Так что всем рекомендую эту трубку. Вообще тут, конечно, и по мостикам можно пройти, вот этим подвесным. И вот насладиться такими видами шикарными. Ну, здесь вот эти шмели, это эти квадрокоптеры здесь летают постоянно. Пока посмотрите, пока я тут перецепляюсь на виды. Так, цепляю. Оба. Трэш как-то. Трэш. И вот такая лесенка последняя. И все, мы выбираемся наружу. Так вот. Ну, мы довольно-таки успешно прошли быстро. Тем более я никогда не ходил по таким дорогам. Впервые. Представляете? Впервые. И все нормально мне. О, туда куда-то вниз идет. Все, вот там вот уже выход. Там выход. И мы все уже приходим. Еще один раз или два. Вот это мне перецепить, и все. Уже выход. Вот здесь вот уже мы все это снимаем себе. И проход наш закончен. Вот оттуда мы пришли по этой вот крутой дороге. Вообще, конечно, супер. Прошлись мы по этой тропе, вот вдоль скалы, которая приколочена. Нормально все. Можно идти. Сейчас вот обратно
Ой, тут опять птички поют. Так что всем рекомендую. Ну, у кого нету такой слишком боязни высоты какой-то. Я вот первый раз даже прошел. Никогда не цеплял на себя вот эти карабины какие-то. Легкая тропа, не тяжелая. Слышите, как тут птицы поют? Всяко разно. Тут, по идее, какой-нибудь этот диктофон поставить хороший и записать эти звуки. Прикольно будет. Вот мы тут прошли, вот там Виа Феррата, вот эта тропа небесная, туда. Тут, по-моему, должно немножко отдуть, потому что дорога такая. Так, все, уезжаем. Отсюда на машине в этот раз. Короче, канаточка. Оба-на. По этой дороге. Там ялка. О, коптеры. А там можно еще заказывать эту еду в ресторанах. Прямо тебе привозят к этому поезду на станции. Ну, вообще без проблем. Вот такие здесь повороты. Мы этой дорогой ехали, как которая от Алушты до Судака. Ага, ехали. Там тоже такая заковыристая. Там лучше как дорога. Ну, там новенькая. Там без привета еще. Ага. Поворотики. Что здесь вышли? Серебряная беседка.
Короче, смотровая площадка. Тут тоже небольшая вот такая горка. Бук восточный. Вот тут растет бук восточный, там вывеска. Вот смотрите, какие здесь беседки, лавочки. Какие-то необычные. А зачем они такой формы, непонятно. Так, и вот эта серебряная беседка. Любезно остановились нас здесь, чтобы мы тут прошлись. Сфоткались, да? Зачем такие лавки нужны? И вот здесь зона. Тут все фотосессия. Очередь живая. Быстренько фоткаемся и уходим. Серебряная беседка. Вот здесь вот. Пожалуйста. Описание ее. И вот на лавочках на этих можно посидеть немножко. Посидеть. Какие необычные формы, да? Вот она сама беседка. Тьма тьмущая народу, а я вот вам отсюда. Сейчас, Маша, быстро. Отсюда просто подойду. Вот здесь то же самое видно, что оттуда. Вон, видали, Ялту видно. То есть люди все туда идут. Интересный факт о крымской сосне. О. Да. И вот туда можно пройти. Видите, там люди тоже стоят. Такие вот вывески. Спасибо, что убираете за собой мусор. Ну что, это у нас водопад Ученсу дорога. Высадились здесь на спуске. Вот, решили на машине поехать, поэтому и на серебряной беседке, и на водопаде тут он притормаживает на машине, и мы вот можем посетить эти места. Лавки такие сделали шикарные вообще. Видали, да? Широкие вообще. Водопад Ученсу. Да, надо осторожно, то можно туда вот лететь. Дорожка-то не короткая. Но зато здесь, смотри, какие деревья. Ё-моё. Видали, да? Так, и мы к нему подходим. Подходим. Здесь людей куча, конечно. Смотрите, сколько здесь людей. Толпы. Так, вот весь водопад. Струйка вон там. Несколько струек текет. Ну, вот такой. Ну, конечно, тут наводнение было. Вообще, наверное, супер-попер. Но и брызги все это было. Ну, вот сейчас вот так вот. Ладно. Все, идем обратно. Короче, эффекта от водопада никакого нету. Струйка какая-то непонятная. Так что надо, прежде чем ехать на водопад, надо знать, какая вода в Ученсу. Если она там большой ее поток, то можно. Если маленький, то лучше и не ехать. Вот тут вот какие леса, смотрите. Какие здесь леса шикарные. Деревья такие большие. Ну вот, в общем-то, вот отсюда начинается там пропускной пункт. Надо 150 рублей заплатить. Посмотрите, кого можно тут снять. Котофеича. Оба-на. Привет, кот. Ну что скажешь-то? Почему в водопаде Ученсу так мало воды? Когда вот первый раз в 2014 году были, по того, что подъезжаем, и я думаю, что-то давно у меня прямо так клубника, одно название тоже. А вот елочки, ой, вот и ласточки, все тоже.